Вы смотрите «Итоги дня» на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И в начале об основных темах этого выпуска. Рекомендовано ввести особый противопожарный режим. На большинстве территорий Якутии действует высокий класс пожарной опасности. Особое отношение якутян к масштабным соревнованиям. Президент Международного комитета игр «Дети Азии» встретился с главой республики и обсудил ход подготовки к предстоящим играм. Сегодня в России отмечают профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения. Наш корреспондент расскажет о работе одного из учреждений социального обслуживания. Представлен спектакль «Хроники безумия» по роману Достоевского «Преступление и наказание». Состоялось закрытие фестиваля современного искусства «Территория Якутск». Сегодня произошла долгожданная встреча с двукратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Романом Власовым. Легенда спорта провел мастер-класс. На мероприятии была и наша съемочная группа. Сегодня на большинстве территорий Якутии действует высокий класс пожарной опасности. На сегодня только 12 районов объявили особый противопожарный режим. В связи с этим на заседании оперштаба с участием заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Алексея Венглинского всем главам рекомендовали ввести особый противопожарный режим и мгновенно реагировать на новые очаги возгорания. На заседании отметили, что в течение дня планируют локализовать лесные пожары в Хангаласском, Верхоянском и Усть-Майском районах. А пожар, возникший в Миконском улусе, который находился в труднодоступной местности, удалось ликвидировать. Сегодня Алексей Венглинский посетил Горный улус с рабочим визитом. Он осмотрел противопожарное обустройство, а именно минерализованные полосы и противопожарные обрывы сел Бердигистях, Асыма и Бяскёль. В этом году в целях обеспечения безопасности населения от лесных пожаров силами Рослесхоз спроектирован новый метод. В рамках эксперимента отобрали 15 населенных пунктов республики, в число которых вошли Бердигистях, Асыма и Бяскёль Горного улуса. В части Горного района мы смотрели работу, которую республика провела по обеспечению безопасности населенных пунктов к пожароопасному сезону. Работа проведена большая, противопожарные разрывы разрублены. Есть, конечно, ряд проблемных вопросов там, в части примыкания горельников к населенным пунктам, которые мы завтра с местным Министерством экологии и природопользования лесного хозяйства будем отрабатывать. В целом я подготовку Республики Саха-Якутия оцениваю хорошо. Все проверки федеральным центром проводимые, ряд замечаний были, но они были устранены, и по итогам Республика Якутия у нас признана готова к пожароопасному сезону. Между тем, в населенных пунктах Якутии выявлено более 1000 нарушений требований пожарной безопасности. Сотрудниками регионального управления МЧС России проверено 410 населенных пунктов. К административной ответственности в виде штрафа на общую сумму около 3 миллионов рублей привлечено 22 юридических лица и 132 должностных. Также вручены предписания об устранении нарушений обязательных требований. Особое отношение якутян к масштабным соревнованиям. Президент Международного комитета игр «Дети Азии» обсудил с главой республики ход подготовки к предстоящим играм «Дети Азии». Глава Якутии, как один из соучредителей Международного комитета игр, отметил необходимость уделить особое внимание на вопросы подготовки объектов 7-х игр и активное взаимодействие со странами Азии по их участию во вторых зимних международных спортивных играх «Дети Азии», которые состоятся в Кузбассе в феврале-марте 2023 года. Напомним, что 7-е международные летние спортивные игры «Дети Азии» стартуют через 50 дней. Состязания пройдут с 27 июля по 8 августа в Приморье. В играх примут участие 1650 спортсменов из 26 стран. По итогам встречи Василий Сергеевич попросил обратить особое внимание на вопросы размещения гостей, размещения спортивных делегаций, транспортировку участников, и, конечно же, уровень проведения спортивных соревнований, и также на взаимодействие с иностранными государствами в части развития детского спорта и подготовки спортсменов уже к предстоящим вторым зимним играм в Кемеровской области, которые состоятся в 2023 году.
На коллегии Министерства труда и социального развития рассмотрели один из наиболее актуальных в нынешнее время вопросов – механизмы предоставления государственной и социальной помощи на основании социального контракта. Помощь направлена на граждан, которые посредством своего трудового потенциала хотят улучшить финансовое положение. Один из пакетов программ предоставления помощи направлен на тех, кто потерял работу после марта 2022 года. Программа подразумевает единовременную выплату, а также выплату на создание собственного дела или личного подсобного хозяйства. В этом году размеры поддержки значительно увеличились. Если в прошлом году на развитие подсобного хозяйства выделялось 100 тысяч рублей, то в текущем году эта сумма увеличилась до 250 тысяч. Наиболее актуальный сегодня вопрос – это направление по поиску работы. По поиску работы, в рамках которого человеку может быть предоставлена помощь как на обучение, переобучение, повышение квалификации. Также предоставляется помощь в виде стипендий, материальной помощи, а также предоставляется помощь в рамках стажировки. Выплачивается минимальная заработная плата. Ну и, собственно говоря, по итогам такой программы человек становится трудоустроенным. 8 июня по всей России отмечают профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения. Сегодня система социального обслуживания республики насчитывает 89 учреждений и более 5000 сотрудников. О работе одного из них расскажет Саргалана Неустроева. Пациенты Людмилы Спиридоновой – люди, которые когда-то могли насладиться полноценной жизнью, были здоровы и активны. Но болезнь забрала у них возможность работать, передвигаться и даже говорить. Здесь, в центре реабилитации, Людмила и ее коллеги стараются вновь поставить их на ноги. Врач, психолог, логопед, инструктор ЛФК. Мы все вместе делаем одно дело. Когда это все комплексно подается, конечно, пациенту очень быстро идет восстановление. Первый шаг, даже если он поступил в лежачем состоянии, тут научился сидеть, сказал первое слово, для нас большая радость. В этом году исполняется 25 лет с тех пор, как Людмила стала соцработником. Женщина признается, работать здесь могут только люди с большим сердцем, терпеливые и отзывчивые, по-другому никак. Такой настрой чувствуют и пациенты центра. Как приехал, мне сразу понравилось. Тут обращение хорошее, физзарядки, хожу на физкультуру. Я переболел ковид, 75%. Дыхать не могу дышать. Сейчас потихоньку восстанавливаюсь. Ну, здесь вообще как в раю. Здесь очень круто. Как видите, здесь занимаются с нами. Я здесь второй раз уже. Мне здесь очень нравится. Не забывают работники центра и о тех, кто нуждается в помощи вне стен учреждения. Профсоюз центра регулярно оказывает поддержку ветеранам и многодетным семьям, проводит субботники и сажает деревья. Там каждый член может свое предложение внести, и это обсуждается. И, конечно, допустим, у нас полка добра проводили, приносили вещи, игрушки, продукты. Кто чем может, помогали. В целом по республике различными мерами социальной поддержки охвачены более 300 тысяч граждан. А приоритетной сферой развития республики сегодня считается социальная защита. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. В вузах Якутии на предстоящий учебный год выделено 6115 бюджетных мест. Это почти на 1000 больше, чем в прошлом году. Прием документов начнется с 20 июня и завершится 25 июля. А 27 июля будут опубликованы конкурсные списки. Зачисление абитуриентов, которые имеют приоритетное право, то есть победители олимпиад, поступающие вне конкурса и в рамках целевого поступления, начнется 30 июля. Основной этап зачисления по общему конкурсу начнется 9 августа. В столице региона в офисе «Моя работа» состоялась ярмарка вакансий «Мое трудовое лето» для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Более 200 школьников оставили свои заявления и анкеты, чтобы трудоустроиться в летний период на работу. Подробности смотрите в материале Светланы Амосовой.
С самого утра школьники средних и старших классов занимают очередь, чтобы поскорее узнать о вакантных местах. Всего в этом году принимают участие 12 организаций, которые выставили 92 рабочих места. Это такие работодатели, как авиакомпания «Полярные авиалинии», ЯТЭК, далее «Саюри», «Праздник жизни» и наши активные предприниматели города Якутска, которые сегодня выставили такие вакансии, как экскурсоводы, помощники, СММ-менеджеры, овощеводы и так далее. Желающих трудоустроиться действительно очень много. Все хотят провести летние каникулы с пользой. Найти работу на все лето и стать более самостоятельным от родителей. Я пришел искать работу в любой сфере, чтобы летом работать, хоть чем-то заняться полезным. То есть. Я хотела работать как-нибудь с животными, но тут таких вакансий нет. Я записалась на официанта. Прошлым летом Айтал Иванов работал охранником, промоутером и доставщиком. А в этом году хотел бы попробовать новые сферы деятельности. Говорит, что неплохо было бы устроиться официантом с друзьями или уборщиком и за пару месяцев поднакопить на мечту. Хочу купить себе мотоцикл «Урал» либо «Волгу». Белую «Волгу» 98-го года, либо мотоцикл «Урал» тоже 98-го года с коляской. И так на выпускной поехать. Договор с несовершеннолетними заключает работодатель, а работодатель непосредственно с Центром занятости населения. При этом организация выплачивает заработную плату в размере не ниже минимального размера оплаты труда – около 23 тысяч рублей. Это при условии, если ребенок работает полное время по установленному трудовому кодексу, который имеет свои особенности для каждого возраста. Дети не работают в определенных сферах. Это ночные рестораны, торговля спиртными и табачными изделиями, а также не работают на рабочих местах, на которых имеются вредные условия труда. Таким образом, организация временной занятости несовершеннолетних граждан – это взаимовыгодное сотрудничество как для работодателей, так и для подростков, которые могут получить свой первый трудовой опыт. Светлана Амосова, Павел Пахомов, Якутск. В парке культуры и отдыха размещен мобильный пункт отбора на военную службу по контракту на срок от 3 месяцев. Организатором выступило Министерство обороны Российской Федерации. Служба проходит в различных регионах России. Каждый может выбрать подходящую часть для ее прохождения. В качестве кандидатов рассматриваются граждане в возрасте до 50 лет, годные по состоянию здоровья и имеющие образование не ниже основного общего. Военнослужащим предоставляются социальные льготы, гарантии, а также жилищное и пенсионное обеспечение. По контракту и испокон веков вообще военные считались как защитниками нашей Родины. Поэтому это честь для молодых ребят, это престижно. И тем более сейчас со стороны государства оказывается большая поддержка. В Якутске оценили воздействие мусороперегрузочной станции на окружающую среду. Так, в мэрии города состоялось общественное обсуждение по поводу строительства объекта на земельном участке по Вилюйскому тракту. Станция будет предназначена для приема и сортировки ТКО и крупногабаритных отходов с последующим вывозом хвостов после сортировки на полигон для захоронения. Известно, что мощность станции составит до 150 тысяч тонн ТКО в год. Предварительная стоимость объекта оценивается в 1 миллион 256 тысяч рублей. Наша станция, она является элементом экологии, да, то есть мы тем самым от всего твердого коммунального отхода, выбирая полезные фракции, мы обеспечим вторичную жизнь для вторичного сырья. Компания «Алроса» начала работу по зарыблению рек Якутии. Ежегодно сотрудники экологического центра компании в сотрудничестве с Чернышевским рыбоводным заводом выпускают миллионы личинок и мальков и различных пород в местные водоемы и озера. Зарыбление необходимо для восполнения водных биоресурсов и является неотъемлемой частью природоохранных мероприятий «Алроса». В этом году цикл таких мероприятий открывает Ленск.
В день проведения мероприятия погода стояла теплая и солнечная. Температура воды в момент выпуска была плюс 12 градусов, воздуха плюс 20. Самые благоприятные условия для зарыбления. Специалисты экологического центра «Алроса» совместно с работниками Чернышевского рыбоводного завода уже третий раз выпустили личинок рыб в Ленске по программе зарыбления водоемов Якутии в 2022 году. Помимо основных обязательств по комплексной программе акционерная компания проводит также мероприятия по зарыблению за счет собственных средств в добровольной инициативе. Сегодня акционерная компания осуществила выпуск 1 миллиона ряпушек на территории города Ленска, на реке Лена, получается. Это достаточно дорогое мероприятие. Акционерная компания «Алроса» затратила на это более 10 миллионов рублей. Процесс зарыбления несложный, но требует времени. 15 пакетов с 1 миллионом личинок с особой осторожностью выгрузили из автомобиля на берег реки. Затем их поместили в воду. Все мероприятие проводилось под чутким контролем директора рыбоводного завода Василия Черепанова. В бассейнах у нас температура ниже, здесь уже вода более теплая, 12,5 градусов. В течение получаса проходит выравнивание температуры, чтобы не было резкого перепада. Пакеты надрезаются, личинка выпускается, после этого личинка расходится по берегу, течением разносит, и там она уже свое место найдет. Зарыбление позволит восстановить биологические ресурсы реки, которые с каждым годом исчерпываются. Ведь рыбы в Лене, можно сказать, уже почти не осталось. Мероприятие, конечно, задумали хорошее, рыба нужна. Гляньте, какая большая река, а рыбы как таковой не хватает. На сегодня я вижу ряпушку выпускают. Вроде бы дело очень хорошее, полезное. Нам бы сюда еще осетров бы добавили, побольше бы такого. Наша природа хорошая, речка хорошая, все, а рыбы не хватает. В этом году компания «Алроса» запланировала выпуск более 2 миллионов личинок и мальков рыб, в том числе и ценных пород. По словам представителей компании «Алроса», в следующем году работы по зарыблению будут обязательно продолжены. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В столице полным ходом идет строительство Звездного микрорайона. Сейчас работа кипит на участке блока, где одновременно строится 7 многоэтажных домов. В каждом доме работает 65 человек, и в общей сложности на участке находится около 300. Для того, чтобы не отставать от графика, строительные работы ведутся параллельно. Общая площадь первого блока нового микрорайона составляет 26 тысяч квадратных метров. Также с этого года начнется строительство блока С. По плану в микрорайоне построят 30 домов, куда заселится более 11 тысяч человек. Также в новом микрорайоне запланировано строительство поликлиники, школы и детского сада. В прошлом году была проведена большая работа по привлечению инфраструктурных бюджетных кредитов. На 2022-2023 годы привлечены средства на строительство детского сада на 315 мест, который должен быть введен в эксплуатацию до конца следующего года. В этом году еще дальше провели работу по привлечению денег, и в рамках инфраструктурных облигаций в этом году начинается строительство поликлиники на 600 посещений и школы на 990 мест. Школа будет введена в эксплуатацию до конца 2024 года, а поликлиника до конца 2025 года. Планируемые сроки реализации квартала «Воинская часть» запланировано включительно до 2027 года. В Якутии в 4-й раз состоится международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Аланхо». В год столетия ЯССР фестиваль посвящен культурному наследию народов России и мира. Фестиваль начнется 20 июня во время национального праздника Эсэх Аланхо в Верхневилюйском Улусе. Участников и гостей ждут авторские лекции, мастер-классы, творческие встречи и лаборатории. Фестиваль пройдет на различных площадках под открытым небом. Также мероприятия состоятся на театральных площадках в Якутске. На сегодняшний день свое участие подтвердили несколько коллективов из разных стран и регионов России. Сегодня в Якутске состоялось закрытие фестиваля современного искусства «Территория Якутск». В честь этого события в Театре юного зрителя представили спектакль «Хроники безумия» по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Постановка приурочена к 200-летию со дня рождения великого писателя. С этим спектаклем театр стал победителем конкурса «Полюс. Золотой сезон» на фестивале театров Сибири и Дальнего Востока. Кроме этого, артисты театра только вчера вернулись с больших гастролей в Москве и Сыктывкаре, где успешно представили свои постановки «Камень счастья» и «Король Беранже».
Этот спектакль у нас поставлен в прошлом году по школьной программе, и мы прислали на территорию фестиваля территории, они и заняли первое место, что нам очень радует. Ну, «Хроника безумия» мы поставили для детей, для подростков, потому что это по школьной программе, да, и очень много зрителей бывает, и дети очень понимают. И даже последние месяцы сами школьники и учителя хотят этот спектакль посмотреть, много заявок, и поэтому очень хорошо мы для детей играем этот спектакль. А вот якутский фильм «Ит» Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашова завоевал гран-при 15-го Чебоксарского международного кинофестиваля, посвященному этническому и региональному кино. Режиссеры сообщили, что осенью начнутся съемки второй части кинокартины. «Ит» был представлен в конкурсной программе игрового кино. Всего в этой категории участвовали 6 российских и 5 зарубежных фильмов. Теперь перейдем к новостям спорта. Якутянки улучшили свой рейтинг на Кубке сильнейших в столице. В Москве в эти дни проходит первый этап соревнований по художественной гимнастике нового формата – Кубок сильнейших. В турнире принимает участие 21 команда с разных уголков России. Команда Республики Саха приняла участие в Кубке по результатам чемпионата России, где заняла 18 место. Президент Федерации художественной гимнастики Республики Людмила Николаева отметила, что наши гимнастки улучшили свой результат и поднялись на 14-ю строчку. Конкуренция на турнире очень большая. Будем и дальше работать над повышением рейтинга якутской художественной гимнастики. Между тем, в Якутске определяют лучших шахматистов региона. В Республиканском шахматно-шашечном центре идет 33-й республиканский фестиваль «Северное сияние». Традиционные состязания в этом году приурочены к столетию ЯССР. Как отмечают организаторы фестиваля, с каждым годом растет не только уровень конкуренции, но и количество участников. Так, в этом году оспорить медали фестиваля в столицу региона съехалось более 200 спортсменов со всей республики. Фестиваль проходит в 4 этапа. Первый этап состоялся среди детей по 3 возрастным группам. В нем приняли участие 117 спортсменов до 18 лет. Во втором этапе состязались 53 спортсмена, занимающие высокие позиции в рейтинге. Сегодня же идет 3-й этап – классическая игра. Сейчас у нас идет турнир ИС, это по классическим шахматам. В нем принимают участие 55 шахматистов, в том числе 6 мастеров ФИДЕ и более 10 кандидатов. В турнире очень много детей, то, что очень отрадно. И могу отметить то, что действующим чемпионом Якутии среди взрослых является Назаров Денис, учащийся 10 класса, 16 лет ему, Мариинский лицей. И в целом шахматы развиваются, и от имени Федерации мы работаем над тем, чтобы популяризация шахмат была. Например, больше новых участников привлекаем. Когда много участников, тогда больше талантливых ребят появляются. А в спорткомплексе «Мадун» состоялась долгожданная встреча с двукратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Романом Власовым. Легенда российского и мирового спорта провел мастер-класс для воспитанников спортивной школы Якутска. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Под бурные аплодисменты и восторженные овации якутяне встречают олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова. Заполненные трибуны говорят сами за себя. Титулованного спортсмена ждали долго. Чуть дистанцию держите, чтобы удобно было разминаться. Сначала Роман Власов провел для всех разминку. Показал, как сам занимается до тренировки. А затем началось самое главное и интересное. От мала до велика юные спортсмены дружно смотрят и тщательно изучают каждое движение Романа Власова, чтобы и в будущем применить советы и наставления олимпийского чемпиона. На мастер-класс приехало более 200 спортсменов, в основном воспитанники спортивных школ Якутска. Легенда российского и мирового спорта поделился основными техниками и приемами, а также дал попробовать повторить ребята. Аделет занимается борьбой с самого детства, уже на протяжении 15 лет. Долго ждал приезда своего кумира и, наконец, удалось побыть с ним на одном ковре. Были ошибки, но исправили ошибку. Спасибо, Роман Власов. Какие ошибки были?
Ошибка в том, что ноги неправильно поставили. Научились ставить правильно ноги. Именитый борец привез с собой золотые олимпийские медали. Ранее он их в командировке не брал. Якутск стал исключением. Это уникальная возможность для юных борцов потрогать и зарядиться олимпийской энергией и в будущем стать чемпионами. Сегодняшняя молодежь, сегодняшние дети, которые здесь сидят, я уверен, что из них тоже будут будущие чемпионы. Самое главное, что глаза горят, что сами видели яркие эмоции, вопросы, автографы, фотографии. То есть дети интересуются, дети берут пример. И это лучшая награда для меня сегодня. Приехать, испытать такую радость, потому что олимпийские медали – это все хорошо. Гораздо важнее передавать свой опыт, гораздо важнее делиться своими знаниями и поддерживать нашу молодежь. Посетить республику спортсмена пригласили министр по физической культуре и спорту Якутии Леонид Спиридонов и мастер спорта международного класса по вольной борьбе Виктор Рассадин. А также глава Якутии Айсан Николаев провел встречу с Романом Власовым. Сегодня я увидел инфраструктуру, сегодня я увидел много стадионов, много залов. И на самом деле у Якутии есть все возможности, все ресурсы. Есть все необходимое для того, чтобы здесь растили новые чемпионы, чтобы они тренировались в лучших условиях. Поэтому такие имена, как Рассадин, сегодня яркий пример, который продолжает. Роман Власов планирует приехать в Якутию еще раз и говорит, что будет всегда стараться быть полезным для якутских борцов и в дальнейшем поддерживать их. Светлана Амосова, Владимир Павлов, Якутск. На этом у нас все новости. Именно таким мы запомним уходящий день. Всего доброго и до новых встреч в эфире.